Здравствуйте, дорогие уважаемые любители футзала. Крспорт ТВ представляет матч 1/2 финала инхаус Кубка города Бишкек по футзалу. Встречаются команды Алай и Дос Марко. Составы команд. Слева от нас команда Дос Марко и их состав на игру. Номер 1 Улукбек Бектенов. В старте также полевые игроки: Ильгиз Ураналиев, номер 17, 77 номер Арсланбек Бактыбеков, номер 3 Илизат Минкеев и номер 20 Кирилл Чиркин. В запасе следующие игроки: номер 71 Мусабеков Айтегин, номер 10 Ишенбеков Улан, номер 11 Джингшбек Асанов, номер 7 Куатбек Чусубеков, номер 22 Эрсай Тургуналиев, номер 21 Алишер Абдразаков, 23 Азирет Бульчоков, номер 14 Бакай Акиев и номер 4 Азизбек Алмасбеков. Главный тренер команды Аманбеков Мирхан. Состав команды Алай. Поменялись команды местами. Алай сейчас занял левую сторону от нас и в оранжевой форме играет сегодня. Джунушлиев Азарет номер 1, номер 3 Дильшат Кадыров, номер 8 Азамат Рахманкулов и номер 14 Михаил Медакин. 13 номер капитан команды Кайрат Кубанычев. Это стартовая пятерка. В запасе также номер 31 Чорабек Уланбек Улу, номер 15 Данияр Исаков, номер 11 Азамат Дулеткильдиев, номер 10 Саламат Мамиталиев и номер 4 Арсланбек Турсунов. Главный тренер команды Мирлан Абдыкадыров. Сегодня микрофоном с вами буду я, комментатор Азамат Асылбашев, и матч начался. 1/2 финала Кубка города. Это матч на вылет. Проигравшая команда, правда, не совсем вылетает с турнира, а будет встречаться в матче за 3-е место. Ну а победитель этой пары встретится в финале с Дордоем, который победил накануне в другом полуфинале. Дордой обыграл TMP KG с счетом 7-0 и ожидает соперника, с кем будет встречаться либо с Алаем, либо с Дос Марко. Дос Марко на пути к полуфиналу обыграл в серии пенальти команду Бакайбанка, а Алай выиграл у команды Заря. Вот такие у нас расклады. Саламат... Нет, это не Саламат Мамиталиев, это у нас 14 номер Михаил Медакин был на острие атаки. Дильшат Кадыров с углового под удар накатывает мяч Кайрату Кубанычеву, попадает тот в соперника. Ну, понятное дело, Алай с одной стороны в этой паре фаворит, да, все-таки команда из Суперлиги. Но с другой стороны, команда только вчера сыграла очень тяжелый матч. И вот момент какой хороший. Еще удар выше ворот. 2 удара подряд в этой атаке нанесли футболисты команды Дос Марко. Но, к сожалению, для своих поклонников не смогли распечатать ворота. А возможность была очень даже неплохая у них. Да, мы говорили с вами о том, что Алай вчера сыграл матчи 1/4 финала, матч 1/4 финала Суперлиги. Да, тяжелый это был матч для них, со счетом 3-2. Они обыграли Топ-Толок и победили в серии 2-0. И теперь они участники полуфинала Суперлиги. Но сколько сил осталось у команды, смогут ли игроки второй день подряд участвовать в таких вот напряженных играх, плей-офф, что вчера была серия четвертьфинала, что сегодня вот у нас полуфинал, да, это то есть игры, в которых нет права на ошибку, проиграть команде нельзя, означает это непрохождение в финал.
Да, и думаю, наверняка Алай, конечно же, будет стараться в этом матче победить, и иначе как подтверждать статус фаворита и статус обоснованного фаворита, да, так как является участником Суперлиги. Но, надо сказать, и в команде Дос Марко есть игроки, которые по своему уровню мастерства тоже вполне себе. Вот хорошая передача, надо было забивать сейчас, а? Как же сейчас не попал 17-й номер. Прекрасная была у него возможность. Ильгиз Урналиев. Еще такой прострел в исполнении Чиркина Кирилла. Ну, Кирилл-то у нас играл в Суперлиге с опытом игр в высшем дивизионе кыргызского футзала. Давлеткальдиев на Арсланбека Турсунова. Ну, а тот не смог укротить мяч. Улукбек Бектенов защищает ворота Дос Марко. Ну, загнали вот Кирилла Чиркина. А здесь нельзя брать в руки, да. И надо было здесь просто выбить куда-нибудь в сторону. Саламат Мамбеталиев будет разыгрывать мяч. Потеря мяча. И синие готовы выбежать. Завязли они в начале своей атаки, но выпутались, и есть возможность приблизиться к чужим воротам. Но упускает мяч там Минкеев. И Алай будет разводить мяч с аута. Да, видно вот невооруженным глазом, что говорится, да, как говорится, что Алай, конечно, по мастерству все-таки повыше, поопытнее команда. Да, игроки подобраны. Ой, какой хороший удар. Бектенов смог отразить его. Еще удар. Мимо ворот. Но видно, что не в самых лучших кондициях ребята. Я имею в виду игроков Алая. Да, и в этом есть шанс у Дос Марко сегодня преуспеть. 0-0 пока в нашем матче. Голов еще никто не забил. Замат Давлеткальдиев налево. Кайрат Кубанычев направо. Турсунов, Арсланбек. Ну, 4-0. Расстановка у Алая. Стараются они запутать соперника. Соперник пока не поддается. Но вот здесь 1 в 1 обыгран был игрок. Капитаном команды, хотел сказать, фарватер, да, все-таки цвета формы у Алая сегодня фарватеровские. Конечно, Алай. Но Саламат Мамбеталиев сейчас не попал с хорошей такой позиции. И мяч удобно ложился на ногу ему. Да, эта атака не такая уж и была опасная, потому как и защитник контролировал дальнюю от вратаря угол, и голкипер был у штанги ближней. Так что там особой опасности для ворот Алая не было. Можно играть. По комплекции вот 7-й номер у Дос Марко. Такой, что может не уступить, да, в борьбе. В контакте таком физическом. Ну, с одной стороны, возможно, эта тактика правильная, потому как в скорости-то Алай превосходить может, но опять же фактор усталости, да, не будет команда сейчас, наверное, включать сверхвысокие обороты, да, и решение тренера
Досмарко выпустит таких более мощных игроков вполне оправданно, когда они будут просто навязывать единоборство и не давать играть клубу Суперлиги. Передача точно вперед не получается, и Алай все-таки прижимает соперника к своим воротам. Владеет, конечно, Алай инициативой. Да, больше атакует, больше держит соперника в его зоне. Ну а синие только ждут возможности для контратаки. Но с одной стороны хорошо навязывать, да, вот такие единоборства, с другой стороны, как же убегать в контратаке? Сможет ли команда превосходить соперника в скорости, если у тебя габаритные игроки? Вот это, наверное, интересный вопрос, на который мы с вами получим ответ в этом тайме. Но это пас на трибуну, чтобы никто не скучал, чтобы болельщики тоже приобщились к игре. Ну и что интересно, у Алая не такая уж длинная скамейка сегодня. Да, всего лишь 4 полевых игрока в запасе, плюс вратарь. И поэтому на основную первую четверку, наверное, ляжет сегодня. Аут там все-таки был. Да, такое бремя ляжет на них. Все-таки надо будет постараться им сыграть сегодня, как и вчера, достойным образом. Сегодня в Суперлиге третий матч, там четвертьфинальной серии между Нарыном. Ой, какой удар. Хороший такой удар. Между Нарыном и Фарватером. Азамат Рахманкулов бил поворотом здесь. Бектенов перевел мяч на угловой. Под удар. Мамиталиев приложился, да, к мячу. Пошел он низом, но не дошел до ворот. Помогли защитники. Немножко недопоняли друг друга Азамат и Саламат. Не ожидал там Рахманкулов паса навстречу себе. Ну, это хорошо, когда игроки ошибаются, но не предъявляют претензий, да, друг другу. Нередко можно встретить и обратное. Ну, вот здесь 1 в 1, конечно, нельзя проигрывать Рахманкулову. Там Минкеев его просто на одном шаге обошел. И вот возможность. Да, все-таки удалось нанести Азамату удар по воротам, хотя было очень сложно. Уже там потерял равновесие после контакта, после единоборства такого. До Минкеева мяч не доходит здесь. «12 минут остается до перерыва. 0-0 счет. Удивительно. Ну, надо сказать, и шансов-то особых таких не было, да, у команды Алай. Да, можно вспомнить удары, да, но там голкипер видел мяч, спокойно отбил там 2 удара, ну, эффектно даже где-то. Но вот у синих, наоборот, был неплохой шанс в самом начале. Помните, когда 2 подряд удара по воротам наносили игроки команды Досмарко, когда там вышли они на ударную, на убойную практически позицию. И там скорее повезло, наверное. Ну, и не будем, конечно, и отрицать мастерства голкипера команды Алай. Все-таки шансов забить было там... Вероятность большая была, да, забить в том эпизоде, но Досмарко этим не воспользовался.
Хорошо сыграл сейчас 17 номер. Досмарко прорвал эту передачу хитрющую от Саламатова Металиева. Держат Хадыров. Ну, такой неспешный розыгрыш. И вот сейчас только они начали двигаться активно. Вся четверка. Но мяч потерян. Медакин там упускает мяч за линию боковую. Азамат Рахманкулов только в этом сезоне присоединился к Николаю. Ну, вообще в клубах Суперлиги почти каждый год такое: ой, хороший пас какой был, а? Вновь Саламат Металиев делает передачу классную на выбегающего Хайрата Хубанычева. Чиркин мяч принимает. Было ли здесь нарушение? Но успел сделать пас. А вот здесь смогли защититься и пойти в контратаку оранжевые. Чуть-чуть не хватило точности. Да, клубы Суперлиги в этом сезоне сильно обновились все, практически все. Да, но это было связано в первую очередь с тем, что некоторые команды не заявились в Суперлиге. Тот же чемпион Дастан, к примеру, да. Те же семерки, Агростайл. И кроме того, между клубами была там трансферная ротация. Вот, и очень сложно как бы привязывать сейчас определенных игроков к какому-то клубу. Очень сложно говорить об этом. Вот. И вот момент. И забивать здесь. Чуть-чуть не выбежал. Чуть-чуть, мне кажется, здесь надо было чуть шире шагнуть, наверное, да, чтобы уже бить спокойно. Приходилось сейчас наносить удар в непосредственной близости от защитника. И поэтому особо много времени посмотреть, кто где находится, у игрока бьющего не было. А здесь было нарушение, считает судья. Это первый фол. Удивительно, да, за 11 минут не было ни одного фола в игре. А это первый. Металиев. Угловой. Чангыз Мустафаев показывает на место, откуда должен производиться розыгрыш мяча. Дельшат Хадыров наносил удар сейчас. Не дошел мяч до ворот. Потеря мяча. И сходу удар. Чиркин с носка бил. Но на месте вратарь. Вновь овладели мячом синие. Ой, какая передача! Но здесь Азамат Далеткильдиев выручил просто. Повезло оранжевым сейчас, что у Чиркина рабочая нога левая. Да, он себе под левую ногу мяч подрабатывал. И с этой же стороны появился Азамат Далеткильдиев, который помешал этому удару. А сейчас необходимо ворота привести в порядок, да, поставить его на место, штангу поставить на место, и чтобы ворота были, как говорится, в порядке. Азамат Далеткильдиев неспешно так приближается к сопернику.
Ну, здесь его ждали, конечно, этот маневр. И передачу бы налево, да, отдать сейчас игроку, который был один там, совершенно один. Подустали синие, мне кажется. Посматривают они в сторону скамейки запасных. Ну, а там ребята уже готовы помочь. Пас не проходит. И вот здесь смена будет сейчас. Более габаритная выходит четверочка. У синих. Хороший удар был у Хайрата сейчас, Кубанычева. И Бектенов там уже прыгал в дальний угол. Но мяч не дошел. Не, ну здесь, конечно, так не убежать. Даже от уставшего Саламатом Металиева. Надо там что-то придумывать. Более такое интересное. Более хитрое. 6:47 на табло. До перерыва. Не так, в принципе, много времени. 0-0 счет. Но вот здесь можно забивать, наверное, сейчас. А слева же был партнер, 21 номер там стоял. Готов был замыкать передачу на дальней штанге. Не прошел пас. Еще один угловой. Но есть шансы. Понемногу есть. Появляются, по крайней мере, в эти минуты. Давно их не было. У команды Досмарко. Опять Азамат Люкальдиев там что-то перемудрил. Подбор мяча за синими можно пробить, но не дали. Пока решал 7 номер, что делать с мячом, пробивать или идти в обыгрыш, мяч отобрали. И вновь контратака синих. Ну, чуть в свои ворота мяч не залетел сейчас от Михаила Медакина. Угловой будет. Да, вот удивительно, да, вот четверка вышла у синих более габаритная, и сразу стало появляться у них пространство для быстрых атак, но, к сожалению, быстрые атаки у них не получается, ну, в силу других вот своих лучших качеств. От ворот. 4 секунды прошло. Пять 35. Хайрат Кубанычев. Вроде обыграл, да? Но совсем немножко там споткнулся мяч и в результате потеря. Но атака Алая продолжается. Удар! Вот здесь должен был быть гол. Наверное, самый реальный шанс имела команда Алай в первом тайме для того, чтобы открыть счет в матче. Здесь, конечно, было не точно. Ну, я думаю, можно брать, наверное, тайм-аут Алаю, для того, чтобы немножко передохнули лидеры. Очень долго все-таки играет первая четверка. Хотя, нет, тут они менялись, да. Саламат Мамиталиев играет практически без замен. Весь тайм.
Остальные успевают меняться у Алая. И пробить. А пробить не дают. А этот удар... Ох, и там голову подставлял! Саламат Металиев не попал в ворота. Да, от Чиркина мяч ушел в аут. Такой фейерплей, да? Рахманкулов не стал идти в обыгрыш, видит, что Чиркин там зашнуровывает свои бутсы. А вот здесь пас сопернику. Чиркин будет бить. Нет, передача. Не прошла она. И на вратаря можно. Вот здесь видно, да, не хватает движения и такой изобретательности, да, в действиях. Креатива не хватает в действиях команды Дос Марко. А можно пробить, вот здесь гол будет, да. Ошибка и мгновенно расплата. 1-0. Азамат Рахманкулов открывает счет в матче. 1-0. Но Алай дождался ошибки соперника. Такой, чтобы можно было спокойно уже забивать. Немного совсем не успевают, да, в своих действиях игроки Дос Марко, когда идут в отбор и пытаются предугадать, но игроки Алая на мгновение раньше принимают решение. Да, и лучший в аут здесь. 2:32 на табло. Да, и тайм-аут берет Алай. Ну, здесь, наверное, больше отдохнуть надо ребятам. Ну и воспользоваться этой паузой для каких-то корректировок в тактике, в стандартах каких-то, конечно, тоже можно. Мабиталиев, кстати, отдыхает сейчас. Интересно, кто будет в отсутствии Саламатова Металиева отвечать за розыгрыш мяча. Но вполне возможно это будет Азамат Дулеткильдиев. Все-таки Арсланбек Турсунов немножко другого амплуа игрок. Рахманкулов еще молодой, а Дильшат Кадыров он больше фланговый игрок. Но поэтому методом исключения, наверное, Азамат Дулеткильдиев отвечает за распасовку в этой четверке. Да, здесь было нарушение. Чиркин напросился, да, он привлек себе внимание. И судья уже в третьем таком толчке уже усмотрел нарушение правил. Арсланбек Турсунов, ну, это такой амплуа игрок. Это игрок, который там борется за определенную зону. Он играет и спиной, да, отходит спиной, что не нравится игрокам, да. Он как бы их выталкивает их с этой зоны, выжимает. Но это часть футзала, это часть игры. И не так много у нас игроков этого амплуа. А Арсланбека Турсунова именно вырастили под такую игру, его обучали.
И поэтому вот он умеет вот так удерживать корпусом мяч. В это время перемещается его партнер, и он может спокойно отдать пас уже на открывшегося, да, куда-то партнера. Высоковато, конечно, высоковато. Вот, мы о чем говорим, да, с вами. Арсланбек Турсунов прекрасно умеет мяч удерживать, высматривает он своих партнеров, кому сделать передачу. Да, и вот здесь, конечно, против него нарушили правила. А Ильгиз Минкеев сейчас сгоряча его оттолкнул, потому как в предыдущем эпизоде Арсланбек Турсунов, отклеиваясь от него, выбегая навстречу своему партнеру, все-таки тоже там немножко отталкивался. А для Минкеева это стало чувствительным, и, затаив обиду, он здесь решил вымесить на нем свое зло. Ой, как хорошо, красиво, а? Чуть-чуть упустил мяч за боковую линию Дильшат Кадыров. Рахманкулов побежал меняться, Хайрат Кубанычев вместо него вышел. Черкин направо. Ну, Турсунов в роли разыгрывающего. Интересно это. Секунд до конца первого тайма. Ну, давайте подведем итоги, дорогие друзья. Алай все-таки выждал ошибку соперника и наказал. В основном, ну, все время первого тайма как бы особых моментов у Алая и не было. Были там пару моментов, наносили они удара по воротам, да, и выход был один хороший у них, но гол они забили после ошибки Досмарка. Ну а Досмарка тоже имела свои возможности для того, чтобы забить мяч. И в самом начале встречи, когда выбежали там два игрока сразу на свидание с голкипером, да, после этого тоже был ближе к концу первого тайма момент. Ну так что после перерыва, я думаю, они немножко перезагрузятся и смогут настроить свою игру и создать больше проблем на Алаю. Но Алай, скорее всего, Алая будет очень даже непросто, потому как, опять же, усталость, даже после вчерашнего матча. Ну, посмотрим, как проведут эти минуты отдыха обе команды и с каким настроем и какую игру они покажут во втором тайме. Второй тайм матча 1/2 финала инхаус Кубка города Бишкек по футзалу начался. Встречаются команды Алай и Досмарко. После первого тайма впереди Алай. Со счетом 1-0 команда выигрывает. А Досмарко вот в самом начале второго тайма нанесла удар по воротам, и вратарь довольно-таки неуверенно сыграл. Не было это заметно в первом тайме. Особой работы-то у него и не было у голкипера команды Алай. Но вот в самом начале второго тайма заставляют они голкипера почувствовать себя неуверенно. А здесь было нарушение. Саламату Мамбеталиеву там досталось по ногам.
Здесь Хайрат Хубанычев не смог убежать от своего оппонента. Давайте по составу, наверное, дорогие друзья, пройдемся еще раз. Наверняка кто-то присоединился к нам совсем недавно. Команда Алай, номер 1 Азирет Джинушалиев, это голкипер команды. Также сегодня заявлен на игру Чурабек Уланбек Улу, номер 31, 15 номер Данияр Исаков, номер 3 Дильшат Хадыров, номер 8 Азамат Рахманкулов, номер 11 Азамат Дулеткильдиев, номер 14 Михаил Медакин, номер 10 Саламат Мбиталиев, номер 13 Хайрат Хубанычев и номер 4 Растанбек Турсунов. Главный тренер команды Мирлан Абдыкадыров. И команда Досмарко. Номер 1 Улукбек Бектенов, номер 71 Мусабеков Айтегин, номер 10 Улан Ишинбеков, номер 11 Тингишбек Асанов, номер 7 Кватбек Чусупбеков, номер 17 Ильгиз Суруналиев, номер 22 Ирсай Тургуналиев, номер 77 Арстанбек Бахтыбеков. Рядом со штангой мяч проходит после удара Хайрата Хубанычева. Номер 3 Ильзат Минкеев, номер 20 Кирилл Чиркин, номер 21 Алишер Абдразаков, номер 23 Азирет Бульчоков, номер 14 Бакай Акиев, номер 4 Азизбек Алмасбеков и главный тренер команды Мирхан Аманбеков. Вот такой состав у команд. И 1-0 по забитым голам. Кстати, по фолам тоже во втором тайме 1-0. Причем фол у Досмарко. В первом тайме было очень мало нарушений у команд. Игра сегодня такая не грубая, не жесткая. Вот, и если Алай, конечно, более... Ой, как вывели! Ой, как вывели, а! Ну что ж, Азамат Рахманкулов, не забил сейчас в этом эпизоде. Надо было забивать. Разные четверочки у Досмарко. Вот, одна бегающая, а вторая, которая хорошо в единоборствах играет. Чиркин. Ой, какая передача. Чуть-чуть бы точности, да, по замыслу очень даже неплохая. И игрок там почувствовал, да, побежал навстречу этой передаче Ильгиз Суруналиев. Такой долгий розыгрыш у Алая. Ой, вот здесь надо было завершать, да, Азамату Рахманкулову, но там соперник не дал. А Чиркин тут тоже пробил Саламатом Биталиева. Ну что ж, неужели сегодня Алай победит с минимальным счетом 1-0? Все-таки синим надо чуть больше, наверное, приложить усилий для того, чтобы отыграться и вообще выиграть в этом поединке. Может быть, пораньше надо было отдать, там все-таки много времени прошло, и успел там Саламат Мбиталиев вернуться и перекрыть эту диагональную передачу. Чиркин с носка. Неожиданно! Голкипер даже потерял мяч из виду. Что-то второй подряд эпизод с участием голкипера такой нервный выходит. Алая. Я бы сейчас, наверное, поменял голкипера. Ну, хотя, если сейчас Алай забьет, конечно,
есть такой запас прочности. По забитым мячам, конечно, а запас прочности по опыту и мастерству, конечно, он изначально и был весомым. А вот если забьет сейчас Дос-Марко, вот будет интересно как, а? Вот можно забить сейчас! Прям во вратаря пробил игрок Дос-Марко. Причем, смотрите, опять, да, имеет шансы вторая четверка у Дос-Марко, которая более такая боевая. Мамиталиев. Не, Мамиталиев, он не будет убегать. Не того плана игрок. А вот здесь пас какой! Немножко неудобно получилось. Нарушение. Против Азамата Давлеткильдиева нарушили правила. Как там борется, да, Михаил Медакин. Но не дают ему пройти. Да, и ударить здесь не дали Арстанбеку Турсунову. Высоковато сейчас было. Давлеткильдиев направо. Да, совершенно верно. Алаю надо, конечно, сейчас забивать. Команда сейчас задвигалась. Старается не уступить сопернику, да. Понимает, что соперник сейчас взялся с еще большим усердием за игру. Старается забить гол. Понимает, что если даже один гол они пропустят, уже дело может принять совсем другой оборот. А потом уже будет поздно включать дополнительную скорость. Вот ошибка! Наступает там на мяч игрок Дос-Марко. А здесь должен быть гол. Нет, мимо ворот. Алай начинает транжирить моменты. Не характерно это для этой команды, потому что вот в четвертьфинале Суперлиги, да, Алай вот как раз что хорошо делает, так это наказывать соперника за ошибки. Ну вот, пожалуйста, Саламат Металиев гол свой забивает. 2-0. Почувствовали игроки Алая, что поплыла команда Дос-Марко. Да, подряд две атаки были практически голевые. Да, вот если в первый раз не использовали свой шанс игроки Алая, то во второй атаке удалось им забить гол. Ого, какой пас интересный выдал Дильшат Кадыров. Все удивились. Ну, здесь рукой, да, вроде сыграл Минкеев, но это осталось незаметным для судьи. Вот здесь момент. Минкеев бил поворотом.
Сейчас Хадыров мяч упускает. Хотел он принять мяч одним касанием, так, чтобы сразу идти в атаку. Не получилось. Ответная атака синих. Ну вот какая-то игра пошла у нас без обороны. Ну, здесь молодец, вратарь, молодец. Мяч из ног Чиркина забрал. Рахманкулов устал там, да. Не открылся он под Азамата Дулеткильдиева. И заслон там не поставил ему. И пришлось Азамату Дулеткильдиеву уже ждать до тех пор, пока соперник уже прям в него не врежется. Ну а здесь было нарушение? Да, там Турсунов не прав. Хотя мне показалось, там Турсунов шел к мячу, да, а Минкеев ногой пытался помешать ему это сделать. Но, как говорится, судья ближе. Ну, чем ответит Досмарко? Надо команде забивать. Это, конечно, они понимают. Шансы есть. Вот только надо ими воспользоваться. Опять то же самое. Пытается Минкеев пробить Арсланбека Турсунова. Надеется, наверное, на рикошет какой-то. Ну, третий раз, наверное, другое что придумает. В атаке Алай. И в дальний угол гол. 3-0. 3-0. Хайрат Хуманычев, автор третьего забитого гола. Но мне кажется, будет тяжело сейчас Досмарко. Очень тяжело. 3 мяча у Алая отпитать, но мне кажется, шансов очень и очень мало. Надо придумать что-то такое экстраординарное команде Досмарко, чтобы перевернуть весь ход игры в другую сторону. Улугбек Бектенов сейчас очень сильно расстроился, я видел, после пропущенного мяча. Но стоит ли его винить? С одной стороны, дистанция была не такой уж убойной, да, и мяч шел не так сильно в угол. Можно было среагировать на него. Видимо, об этом подумал Улугбек. Ну вот, Чиркин хорошо появился, забивать надо. Ну как же выиграть в этом матче, если ты не забиваешь такие моменты? Ну как же? Наверняка говорит Чиркин. Семнадцатому номеру Ильгизу Руналиеву, который мог сейчас отпитать один гол. Вполне мог. Там надо было просто попасть в угол ворот. Либо в тот, либо в этот.
Там вратарь точно уже не доставал бы до мяча. Штанга. Айрат Кубанычев. В нее попадает. Ох, еще одна штанга. Ну, мастер штанг сегодня у нас Хайрат. Турсунов. Да, это передача, скорее всего, была на Хайрата. А он не понял. Чиркин сдалека бьет. 9:21 на табло. Ну, время еще есть. Отыграться-то можно. Для футзала 3:0 это еще не приговор. Еще один мощный удар. В другую штангу метился. Сейчас 13 номер Алая. Вратарю нельзя. Нельзя было в этом эпизоде отдавать мяч. Бить будет, наверное. Потому как расставил вратарь, мне кажется, Мавиталиев будет бить. Он умеет и пас отдать, конечно, но со штрафного забить с такого расстояния, конечно, тоже можно. О, откатил Хайрату. Хайрат не забил. Ой, вот момент и гол. Все-таки забивает Дос Марко. Все-таки забивает. Затолкали они мяч в сетку. 3-1. 7:44. Ошибается там Хайрат. Но Рахманкулов подстраховывает своего партнера. 3-1. Решил обыграть игроков перед собой. 77 номер Дос Марко.
Аут. Передача вперед. Удивительно, что не успевает Алай отойти назад. Очень долго развивается этот розыгрыш у Сини. А Алай не торопился возвращаться назад. Подустали уже? 6 минут до конца. С небольшим. Вот, надо забивать здесь. Точно подустали. Не так уже Алай играет, как в начале встречи. Как вообще весь матч вот до этого. Вот как 6 минут осталось до конца, так как-то игра у Алая изменилась. Особенно в отборе. Это очень заметно стало. В атаку-то еще команда ходит. Как бы почти так же, как и в другое время. А вот в отборе уже совсем не та команда. Аут. Ого, пятого полевого играют игроки Алая. Азамат Дулеткальдиев надел белую футболку. При счете 3-1 не рискованно ли это? Мне кажется, очень. Ошибаться вообще нельзя им. Решили подержать мяч. Мне так кажется. Да, Алай таким образом пытается убить время. До Смарка надо раскрываться, чтобы забрать мяч. А забрать мяч им надо, чтобы забить 2 мяча. Ох, вот перехват мог быть, а? Чуть-чуть не хватило. Да, минуту выгадали игроки Алая. Практически не отдавая мяч сопернику. Целую минуту держали. И продолжают держать мяч. А вот сейчас тоже в их пользу будет. $4:20. Ну, рискованно. Судье досталось в этом эпизоде. Ой, какой пас получился хороший. Рахманкулов бил. Там еще Саламат Металиев набегал. Ответная атака синих. Чиркин. И под удар. Но высоко. Высоко. Ой, сейчас может случиться гол. Прям к воротам шел Дильшат Кадыров. Помните гол, да? Файзали Сардоров тоже так возле своих ворот пытался пройти. Не получилось. Гол, собственно, ворота получили фарватеровцы.
Ну, достаточно жестко здесь Чиркин сыграл. Или кто это? Минкеев был? Минкеев, видимо, был, да. Три минуты осталось. Угу. Четыре фола у Досмарко, кстати. Хадыров забьет. Да, забивает Хадыров гол. 4-1. За 2 минуты 37 секунд до конца. Мне кажется, Хадыров ставит точку в этом матче. Но не точку, а уже окончательно становится ясно, что Досмарко за оставшееся время вряд ли забьет 3 мяча. За весь матч Досмарко не наиграл настолько. Сколько надо забить сейчас? Ну а вдруг? Кто знает. Вот уже и Бектенов пошел на чужую половину поля. А это кому пас? На Чиркина, видимо, был. Вот перехват. Да, и было нарушение там. Чиркин отталкивал Мамбеталиева. И это фол. Пятый фол. Пятый фол у Досмарко. Мне кажется, давно нужен был Турсунов там впереди, который к себе приковывает внимание обязательно. Ой, как тонко сейчас сыграл Хайрат Хубанычев. Между ног пустил, а. Опасно ведь, рисковал. Ну, Турсунов мяч еще забрать надо. Да, Турсунов умеет держать мяч. Это то, что сейчас требуется оранжевым. Это то, во что они сейчас играют. Ой, перехват! Может быть, нет, не дошел до траектории. Забьет? Не успеет. Не успеет. Жалко. Чиркин не добежал немножко. Ну, здесь соперника, по-моему, Хайрат специально мяч отбил. Ой, ошибка, гол. Нет? Удивительно. Удивительно, Досмарко не забивает. 35 секунд, впрочем, остается. Еще раз нужно ввести мяч в игру. Минкеев там в роли пятого. Ой, какая комбинация шикарная!
И какой удар получился, не очень. Но ведь шикарная комбинация была. Просто шик. 12 секунд. Ну, давайте подведем итоги, дорогие друзья. 4-1. Алай побеждает в этом матче. Действительно, Алай был выше классом, это было заметно, но команда была уставшая, чем попробовали воспользоваться игроки Досмарка. Где-то это получалось, но если брать в целом матч, конечно, это сделать было очень-очень им сложно. Вот в этом моменте тоже можно забить. Но неудачно получилось. 4-1, дорогие друзья. Что ж, Досмарка встретится теперь с Темпо KG в матче за 3 место, а в финале сойдутся Алай и Дордой. Ну, я думаю, что этот матч будет очень интересным. Приглашаю вас, дорогие друзья, обязательно приехать в ФОК Газпром вживую посмотреть на это событие, ну, либо на нашем канале смотрите. С вами был комментатор Азамат Асылбашев. До новых встреч.